Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня за нашим круглым столом гости, прибывшие из Азербайджана. Дело в том, что вчера в Махачкале, в Национальной библиотеке, состоялось выездное заседание литературного кружка «Марвар». Это литературное объединение существует при журнале «Алам». Участники и редакторы этого журнала сейчас с нами за нашим круглым столом. Я их вам представлю. Ахмедов Абдулгафар Исакович, президент Общества дружбы, культурных и экономических связей Дагестан-Азербайджан. Камран Курбаналиев, главный редактор журнала «Алам», журналист, публицист. Абир Тагиров, этнограф, художник, заместитель редактора журнала «Алам». И Рима Гаджимурадова, поэт. Первый вопрос я хотела задать президенту Общества дружбы, культурных и экономических связей Дагестан-Азербайджан Абдулгафару Исаковичу Ахмедову. Абдулгафар Исакович, я знаю, что это мероприятие прошло в рамках деятельности вашего общества, Общества дружбы, культурных и экономических связей Дагестан-Азербайджан. Я не ошибаюсь? Последние годы у нас, особенно в республике, в России, идет большой подъем нашей культурной, общественно-политической жизни. И в числе тех мероприятий, которые проходят у нас в России, являются проблемы. В прошлом это год культуры, а за годом культуры год литературы. Естественно, и это не могло нас не заинтересовать в числе больших мероприятий, которые мы усиленно будем проводить и проводим с азербайджанской стороной. Состоит и встреча, где огромная делегация журнала «Алам». Журнал «Алам», о нем вы сам здесь редактор, учредитель, участник есть, расскажет. Этот журнал – это культура, искусство, история, язык не только одного лезгинского народа, но и всего Кавказа, Востока, России и так далее. Очень интересный, представляет это самое. Сама культура Кавказа, культура народов Кавказа в данном случае, это единое цивилизационное такое пространство. И одной из форм этого является это создание самого молодого журнала «Алам». И наша общественность, творческая общественность была заинтересована и интересоваться с журналом, с деятелем этого журнала, что и состоялось вчера. Спасибо. Камран Курбаналиев является инициатором, создателем, главным редактором журнала «Алам». Я хотела бы, чтобы он немножко рассказал о своем журнале. Камран, я знаю, что это журнал такой многоязычный, то есть там публикуются материалы на разных языках народов, говорящих, проживающих на территории Азербайджана. Это так? Хайрар, дорогие телезрители. Да, это действительно так. Мы издаемся недавно, нам в летом будет всего 3 года. Работаем на энтузиазме. Никто у нас зарплату не получает. Гонорарного фонда действительно тоже у нас нет. Поэтому нам приходится немножко трудно, но нам помогают. Я хочу первым долгом отсюда выразить свою благодарность тем, кто нам помогает. Нашим деятелям культуры, литературы, публицистики, которые живут и на этой стороне, и на той стороне. Я их имена не хочу говорить сейчас, озвучить. Но они это знают. Они это знают, да. Им большое спасибо, они что нам помогают. Мы печатаемся в основном на лезгинском, и на русском, и на азербайджанском. Но некоторые вещи у нас есть на одинском, еще на цахурском, мы еще будем печатать, наверное, хинологском, маленькие такие стихотворения или какие-то отрезки. Но там в Азербайджане сейчас, которые живут наши соотечественники лезгины, в основном русским языком
мало владеют уже, потому что после развала Советского Союза они только знают свой родной лезгинский, азербайджанский язык. Ну, а те, которые живут по этой стороне реки, они азербайджанским не владеют. Поэтому нам приходится печатать и на русском, на азербайджанском, на лезгинском языке. Вот так, как получается, так и делаем. То есть это такой уникальный журнал, который в себе как бы публикует материалы на русском, на азербайджанском, на лезгинском, на хинолукском, на цахурском, я, по-моему, видела, да, на цахурском Да. тоже, на удинском. А удинский язык это вообще считается исчезающий язык, по-моему, да? Но там в Кабалинском районе есть селение Нич, наш представитель нашего журнала там побывали, мы печатали, наверное, Абир Малим подробно поговорит об этом селении. Да, мы хотим печатать даже на других тоже наших, там и ахпуты, крызы тоже языках. Но А есть еще люди, говорящие и пишущие на этих языках? Есть. И говорящие есть, и пишущие есть, но их очень мало. У них нет возможности, где их печатать, где их распространять. Поэтому наш журнал нуждается там. Но кроме нашего журнала в Баку издается еще журнал «Чираг» лезгинской литературы. Он издается чисто на лезгинском языке. И еще у нас есть газета «Самур», которая издается тоже на 3 языках: лезгинском, русском, азербайджанском языке, который выходит в месяц 1 раз. И еще в Кусарском районе есть районная газета «Кцар Кусар». Тоже выходит на 2 языках, на азербайджанском и на лезгинском языке. Но наш журнал это пока единственный цветной журнал, который выходит на лезгинском языке, не только в Азербайджане, даже, можно сказать, и в Дагестане. Пока у нас цветного журнала нет, это первый. Но мы не только как журнал существуем, мы существуем как культурное общество. Мы при журнале создали литературный кружок «Марвар». Вот вчера как раз состоялся выездное заседание этого литературного кружка «Марвар» в библиотеке, центральной библиотеке. Потом мы еще учредили для певцов, которые поют на лезгинском языке, премию «Лира», ежегодную премию. Скажите, пожалуйста, вот вы присудили премию «Лира» Руслану Первердиеву и Фаризат Зейналову. А это как-то прослеживается, то есть это опрос какой-то ведется, мониторинг ведется, как да, это? У нас, кроме печатного, у нас есть еще интернет-вариант. Там у нас тираж всего печатный 700 штук, а интернетном варианте у нас более 5000 читателей. Мы в своем сайте проводили в течение 3 месяцев до 31 декабря опрос, написали 10 наших популярных певцов и проголосовали наши читатели. Каждый читатель имел 1 раз голосовать, вот по этому голосованию. А потом мы еще создали анкеты, там в Баку, в Сумгаите раздали знающим. Они тоже вот по их анкетам и вот нашему по сайту вот так и определили победителя. В прошлом году тоже так было, и позапрошлом году тоже. Также определили. Ну, мы дали премию, но называется у нас премия, мы даем диплом, пока у нас денег нету давать. Но, иншаллах, будет время, у нас и деньги будет, мы и деньги тоже. Ну да, журнал еще молодой, только, по-моему, неполных 3 года даже существует. Неполных 3 года, да. Перспективы есть. Есть. С нами здесь сидит, также присутствует в нашей компании Абир Тагиров, этнограф, заместитель главного редактора журнала «Алам». Я хочу задать такой вопрос. Редакционная коллегия – это вот кто? Вообще кто те люди, которые пишут в журнал, редактируют, создают журнал? Ваши коллеги, вот расскажите о них, пожалуйста. Да, пожалуйста. Есть у нас редколлегия. Это наши уважаемые люди, которые в жизни добились чего-то, взяли какие-то высоты, профессора, академики, сочувствующих нам, уважающих нашу культуру, нашего языка. Мы опираемся на них, иногда советуемся, они приходят к нам, на наши мероприятия приходят. Кроме этого, Камран не сказал, мой друг, мы проводим еще концерты в Баку. И в Тюзе у нас был концерт, у нас был концерт Рашида Бейбутове. Так что и эту сторону мы охватываем. Но моя личная
Ваш вклад личный? Да, какой? мой личный вклад – это этнография. Я очень люблю ходить, ездить, искать наших следов исторических, этнографических, народных, фольклорных, наши адаты. В этом смысле Азербайджан – это клад. Все северные районы Азербайджана, населяющие лезгинеязычные народы, есть еще такой термин, это начиная Балакян, кончая Худатом Хашмазом, в смысле от гор, от Картли, от Грузии до Каспия, значит, до моря нашего. Проживает очень много лезгинеязычных народов, которых даже в Дагестане нету, уникальные. Например, удины. Я часто вижу на страницах журнала интересные памятники, фотографии, памятники архитектуры запечатленные, и какие-то крепости затерянные в горах. Это, наверное, ваша работа. Да, Вы же фотограф, да, журнал? Да, я и фотографирую, хожу. Мне очень интересно по душе, например, от 4 по 8 век наша христианская культура. Что это осталось у нас. Например, в одном Кахском районе живут наши братья Цахоры, их еще называют Ехды. В одном селе Кум 4, например, древних как бы базилик, церквей. Памятников архитектуры и истории. Памятники архитектуры. Начиная со времен Великого Низами, он родом оттуда. И что интересно, это колоссально. Невозможно поверить, что в деревне 3000 человек мог построить такие храмы. 10-15 метров высотой, огромные залы. Это уникальные вещи. Во всей Кавказе нет лучше базилики, чем в Куме. Очень развито у них гончарные изделия. Все крыши сделаны из... черепицы. Да, из черепицы, древних черепиц. После дождя даже по улицам, видишь, остались черепицы тысячами. Это, я вам скажу, что-то... А это исследованная вот эта базилика, вот эта память, Да, как памятник архитектуры? Она его... внесена в какие-то архитектурные там... Слава Богу, кое-что сделано. Но она не стоит, не охраняется как государственный, как бы, исторический памятник. Туда не вкладывает, не ремонтирует пока, к сожалению. Но придет время, это, естественно, сделают, потому что это культурный наследие нашего народа. То есть какие-то в архитектурные государственные реестры она не внесена, да? Внесена, но пока в них не вложили. То, что они заслуживают. И еще один очень интересный народ, лезгинеязычный, удины. Чем они мне интересны? Они остались христианами до сих пор. Лезгинеязычный народ, который до сих пор верит в свое христианство, который имеет свои церкви до сих пор. У них на языке арабских слов не существует, нет. Отсутствует, как бы, понимаете? Поэтому мне это интересно, как, например, филологу тоже. Язык, который... Сохранился, консервировался, можно сказать. И своеобразно сохранился. Можно сказать, что это албанский язык народов Кавказской Албании, который сохранился в таком виде, каком есть. Я хочу вновь вернуться к Абдулкафару Исаковичу, задать такой вопрос. Я знаю, что вы, как человек, возглавляющий общество дружбы между Дагестаном и Азербайджаном, я знаю, что вы часто бываете в гостях у наших редакторов, в гостях в журнале «Алам» и посещаете те мероприятия, которые они проводят. Вот одно из последних мероприятий, я знаю, что буквально недавно вы были, и хотелось бы, чтобы вы поделились об этом, ваши впечатления, как человека, приезжающего в Азербайджан из Дагестана. Я должен сказать, что я не очень часто бываю в Баку, но бываю. Не только в мероприятиях, которые проводит Алам, и мероприятиях, которые проводят другие общественные организации Азербайджана. И более того, я всегда стараюсь встречаться с деятелями культуры, науки Азербайджана. Вот год-полтора назад у нас была очень интересная встреча, организована по моей инициативе
Это встреча делегации Института экономики Российского центра в Дагестане, Дагестанского научного центра, во главе с профессором, доктором экономики Сагидовым. В Азербайджанской академии с Азербайджанским институтом экономики, Национальная академия Азербайджана. И эта встреча завершилась заключением договора, соглашения о научно-техническом сотрудничестве, обмене информацией, делегациями и так далее. Жаль, что это потом не закончилось тем же, как вот сейчас могли бы здесь, в Махачкале, провести круглый стол для того, чтобы не только закрепить, а далее и развивать. Потому что интересы науки дагестанской надо было бы развить не только по линии Институт экономики с экономикой. Вот Институт истории, языка, литературы раньше назывался, сейчас Институт этнографии или там так далее. Есть там выдающийся востоковед Амри Шехсаидов. Он дружил в прошлом с Зия-Буниятов, герой Советского Союза, академик, известный востоковед. И эта традиция продолжается. И в этом какой-то степени задействовано наше общество. В нынешних условиях на той стороне, Азербайджане, работает вице-президент, уважаемая Велиханова. Это ученица этого же Бунят Зия. И вот у них тоже сейчас есть, продолжается вот это научные такие совместные работы. Ну, в частности, там есть исторические документы старинные, которые должны требовать своего перевода. Это в интересах науки Азербайджана, Дагестана и вообще всей цивилизации. Но это может сделать наш ученый Амри Шехсаидов вместе с группой. Последняя моя встреча, я скажу, что я очень интересное мероприятие попал. 30-летие это фольклорного ансамбля, называется «Шахдах». Мне это мероприятие очень понравилось. Хотя концерт был очень длинный, но я скажу, что я не устал. Значит, отдохнули, получили удовольствие. Там был огромный театр юного зрителя в Баку. Вот. Там самое главное выступала Женет Селимова, моя землячка, ахтынка. Мы ее не нашли только недавно. Профессор, главный режиссер этого же театра с таким вдохновенной речью, и она была принята вот так. Так что таких мероприятий много. Я думаю, дагестанцы увидят еще вот в этом году много вот таких интересных мероприятий, по которым будем проводить. Оттуда приедут, и здесь, я думаю, что вы любезно нас примете, и телезрители будут счастливо увидеть нас. Я хочу задать вопрос Камрану еще такой. Выездное вчерашнее заседание литературного клуба «Марвар» было впервые на территории Дагестана, в Махачкале. Нет, в Махачкале впервые. Но первое выездное заседание у нас было прошлым летом в Ахтах, когда мы приезжали праздновать праздник Шарвели, да, выездной. Это уже в Дагестане второе. В Махачкале, да, впервые. А будет ли подобные акции продолжаться? Мы хотим, чтобы они продолжались. Мы даже еще хотим, чтобы дагестанские поэты тоже приехали к нам. Ну, естественно, вот один раз Магомед Гусейнов, наш композитор, приехал, участвовал в нашем мероприятии. Нам он целый час про нашу лезгинскую музыку рассказал, обогатил нас. Очень хотелось бы, чтобы приехали наши поэты тоже, рассказали нам про литературу. Мы там не только учим других, но и сами тоже учимся.
Так что продолжение, мне так кажется, дай Аллах, будет. Мы хотим, чтобы было. Если Абир Тагиров и Камран Курбаналиев уже не раз приезжали в Махачкалу, в Дагестан, то рядом со мной сидит удивительная женщина, поэт Рима Гаджимурадова. Рима приехала в Дагестан впервые. Впервые, да. И я хотела бы задать ей вопрос, как ваши впечатления? Очень бывает интересно, как очень люди, понравилось. впервые приехавшие к нам в Махачкалу, в Дагестан, как они видят вообще нашу республику? Мне очень понравилось здесь. Интересный, уютный город, чистый, чистота мне понравилась. Потом Рима, а вы сами проживаете где? я в районе Хачмази. А вы из Хачмаза. Из Хачмаза, да. Я знаю, что вы пишете стихи. Вы пишете стихи на родном языке? На родном языке, да. Скажите, пожалуйста, вот каждый поэт, он находит такой отклик, должен, я думаю, по идее находить отклик в сердцах читателей, почитателей вашего творчества. Вот есть люди, которые, прочитав ваши стихи, обращаются к вам что-то с какими-то пожеланиями или с какими-то своими отзывами? Есть такой момент? Конечно, есть. Расскажите, пожалуйста, вот наиболее популярное ваше стихотворение. Чередач вас, Зунета. Алкез хайта азабдал, зихиял вас, зитуар вас. Алкеда зун накодал, виляй зунавахта. Чередач вас, Зунета. Чердачца вас, Зунета. Алкед ане азабдал, зихиял вас, зитуар вас. Хкеда зун, хкеда. Сайкуз хуш катфарин, сталхан марфадин. Бахтавардис, вичинай зунавахта. Чередач вас, Зунета. Чердачца вас, Зунета. Жу дуньядал амайкван, какведа зун сакакан, экюашхедин суракта. Экюнахса ракинин нурарикваз, ракинин са нурхана. Теменгуда зазганитер вилерис, вилералве кугада. Чередач вас, Зунета. Чердачца вас, Зунета. Чердачца вас, Зунета. Очень загадочное стихотворение. Спасибо большое. Спасибо. Камран Курбаналиев, вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вчера у нас было такое мероприятие, можно сказать, масштабное мероприятие. Было много участников, гостей, которые приехали из Сулейман-Стальского района, приехали из Дербента. Очень было много махачкалинцев. Скажите, пожалуйста, вы довольны вообще, как это прошло все? Ваши впечатления как организатора, как главного редактора журнала «Алам». Все-таки мероприятие было посвящено и вашему журналу тоже. Ну, можно сказать, что я доволен. Я в этом зале участвовал несколько раз в нескольких мероприятиях. Но я первый раз видел зал наполненным в наших мероприятиях. Я этим доволен. Ну, в основном довольны должны быть те, кто слушали. А я доволен, что они приехали, они нас слушали. Я ими доволен, я им благодарен. Я хочу их признательности. Я хочу их поблагодарить. А так, они, если были довольны или нет, мы узнаем, наверное, попозже. Кто является авторами статей, которые публикуются в вашем журнале? Это, наверное, не только люди с Азербайджана, Нет, проживающие на территории Дагестана, Азербайджана. Очень много у нас авторов с Дагестана, очень много. Вот я могу перечислить нескольких. Это наш многоуважаемый Магомед Гусейнов, Ярали Яралиев, Фейруз Бадалов, Азиз Мирзабеков, Резван Резванов, Фейзуддин Нагиев, Арбен Кардаш, Аким Курбан. И, естественно, наша сегодняшняя ведущая Гюлера Ханам Камилова, Ханджан Курбанов, ну, Фехреддин Уруджу, Зульфикар Кафланов, Хаджи Ильясов. Это все с Дагестана? Это все с Дагестана, да. Я их полностью еще не перечислил. Мариф Кадимов, Руслан Керимханов, Нариман Абдулмуталибов, Магомед Ибрагимов, Азиз Алем и многих. Очень много это наши дагестанские, которые нам и пишут. Никто не журнал. Спрашивает гонорар, даже так пишут просто так, Я очень как дарят статьи в ваш журнал. Да, я поэтому им благодарен, никто не спрашивает даже гонорар. Есть еще, которые нам пишут с Питера, с Санкт-Петербурга, с Астрахани. Они тоже входят в наш редакционный комитет, помогают нам.
Я им всем благодарен. Так что это не просто журнал «Алам», а получается такое культурное явление, объединяющее многих людей, многие народы на территории всей России. Так получается? Да, можно сказать. Мы еще и печатаем книги. Это вот наша последняя вот книга, 4-я книга, которую мы печатали. Востребовано ли все это? Кто ваш читатель, который приходит, говорит: дайте нам книги, дайте, мы хотим почитать? Есть такие люди? Есть такие, но очень мало. Мало там или мало здесь? И мало там, и мало здесь. Почему? Потому что это не пропагандируется. А сегодня такой век, что все надо пропагандировать. Что не пропагандируется, что не рекламируется, тот не востребован. Поэтому мы должны пропагандировать, распространять свою культуру, литературу, чтобы он был востребован. Вот Тогда мы подайте, этим пожалуйста, такую идею руководству Республики Азербайджан, что так как в России в этом году проводится год литературы, чтобы в Азербайджане тоже провели год литературы. Как вы думаете, такое предложение ваше будет принято, нет? Я хочу подать идею, пока что я в Дагестане нахожусь, идею руководителю Дагестана. Вот я хочу подать идею, чтобы у них представительство есть в Баку, представительство Дагестана. Я хочу, чтобы это представительство работало. Я хочу это представительство, чтобы сотрудничало с нами. Мы каждый номер им даем. Каждый номер. 12 номеров у нас. Никакого отзыва. Вот я хочу, чтобы они работали. Я хочу, чтобы они с нами сотрудничали. Вот это я хочу вот им сказать. Ну, надеюсь, что это будет услышано. Надеемся. Я хочу поблагодарить участников сегодняшнего круглого стола. Спасибо вам большое, что вы приехали, приняли участие в нашей передаче. А на этом наша встреча подошла к концу. Я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители. Всего доброго, до свидания.